Всем большой привет, друзья! Это снова ВУВН. Мы поздравляем всех с новым учебным годом. Надеемся, что вы хорошо отдохнули на каникулах. Что ж, мы долго не виделись, и нам точно есть что вам рассказать. Скорее устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь новым выпуском. Меня зовут Богдана Акопян, и мы начинаем. В этом выпуске. В СГУ стартует неделя вакцинации против гриппа. Школа студенческого актива «Форсайт» вновь открывает свои двери. День учителя, поздравительная акция и наш видеосюрприз. Осень – время простудных заболеваний. По словам медиков, защитить себя и свое окружение поможет прививание. С 11 по 15 октября в учебных корпусах нашего университета стартует неделя вакцинации против гриппа. В соответствии с графиком, получить прививку можно в своем корпусе с 11 утра до часу дня. В понедельник пункт вакцинации будет работать в главном корпусе, во вторник – в 5-м, в среду – в 3-м, в четверг – в 8-м, а в пятницу – в 4-м. Также все желающие могут привиться в здравпункте университета в часы его работы. Если человек вакцинирован, то практически в 10 раз снижается риск тяжелого течения заболевания, либо он вообще не заболевает. То есть просто снизить риск, вероятность переболеть тяжелой формой, в данном случае гриппа. В этом смысл вакцинации. С 7 октября в главном корпусе СГУ уже в 12-й раз начала свою работу школа студенческого актива «Форсайт». Впереди студентов ждут образовательные модули с различными заданиями, мастер-классы и встречи. Подробнее в сюжете Валерии Голубевой. В этом году обучение в школе студенческого актива пройдут около 70 участников. Цель «Форсайта» – научить студентов различным компетенциям, а также помочь им создать свой социальный проект. В целом у нас будут тренерами нашей образовательной программы федеральные тренеры Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, потому что у нас их 3 в регионе. В том числе будут принимать участие в качестве экспертов выпускники школы студенческого актива «Форсайт», будут выступать эксперты в сфере бизнес-тренерства и, конечно же, в целом ребята-организаторы школы студенческого актива «Форсайт». По словам организаторов, студентов ждет стандартная программа обучения, но с другими форматами. Останутся блоки личностной эффективности. С их помощью участники смогут развить различные компетенции, которые помогут им в будущем. Помимо этого будут модули по студенческому самоуправлению, организации мероприятий, социальному проектированию и другие. Я ожидаю как раз-таки получить те навыки и знания, которые помогут мне дальше в карьере, в каких-то личных взаимоотношениях с людьми, не знаю, повысить свои лидерские качества и так далее. Занятия будут проходить 2 раза в неделю на протяжении 1,5 месяцев. По завершении обучения студенты школы «Форсайт» представят и защитят свои социальные проекты. Валерия Голубева, Полина Холодова, Влад Копылов специально для ВУВНа. Традиционно 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Уже не 1 год в Институте гуманитарных наук проходит акция, посвященная этому празднику. Всю неделю в фойе 4-го корпуса СГУ стоял ящик для поздравлений. Любой желающий мог написать пару приятных слов для любимого преподавателя и отправить их через так называемую почту. Мы поставили ящик на фойе 1-го этажа для того, чтобы студенты могли выразить свою благодарность, любовь или другие пожелания нашим преподавателям. Все записки с поздравлениями активисты института доставят до адресатов в понедельник. Однако подарки на этом не заканчиваются. По случаю праздника наша команда провела небольшой опрос среди студентов. Ребята рассказали, что они ценят в преподавателях, а также оставили приятные пожелания для любимых наставников. Терпение, дисциплина, наверное, также уважительное отношение к студентам, их трудолюбие, их справедливость. Честность, эксклюзивность, возможность заинтересовать наших, так скажем, студентов, да, увлечь, как раз таки показать на их опыте, почему этот предмет очень важен, интересен для нас. То, что они отпускают пораньше на обед. В первую очередь терпение. Да, однозначно терпение. Сдержанность, концентрацию, пунктуальность. Наверное, то, что каждый из них дает возможность для саморазвития студентам и помогает так, как может.
В наших преподавателях в первую очередь я ценю профессионализм и понимание к студентам. Что я ценю в своих преподавателях? Моих преподавателей, да не лучше, они идеальны, все качества, все они просто лучшие, the best, истфак, ИП! В первую очередь, я, конечно, пожелаю нашим дорогим преподавателям побольше зарплату. А так, чтобы они всегда были здоровы, всегда приходили с улыбками нам на пары, а им их встречали теплыми объятиями. Стрессоустойчивости и в целом всех качеств, необходимых для их профессиональной деятельности, любви к своей профессии, большого будущего. Я бы пожелала им терпения, потому что сейчас, да и в принципе дети, подростки и даже студенты, все абсолютно разные, со своими характерами, со своими привычками странными. Желаю преподавателям, конечно же, счастья, терпения, здоровья и любви. Побольше здоровья, терпения, хороших чувств, удачи в работе. Нашим педагогам я бы пожелала крепких нервов, отличных студентов, терпения, сил и хорошей заработной платы. Самое главное, наверное, заинтересованных студентов, поскольку это в первую очередь мотивирует работать. Нашим преподавателям я бы пожелала, чтобы они всегда шли к своим успехам, достигали своих целей, хорошо обучали учеников, студентов, и чтобы у них все было хорошо. Дорогие преподаватели, в этот чудесный день я бы пожелала вам самых послушных, внимательных, трудолюбивых студентов и как можно более удобное расписание, чтобы вам не приходилось бегать из корпуса в корпус. Желаем вам счастья, здоровья, любви, море удачи и дачи у моря. На этом все. Кстати, теперь у учебного телевидения есть свой Инстаграм. Ссылку на него найдете в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ведь там вы сможете увидеть все, что происходит за кадром и не только. Мы желаем вам отличных выходных и увидимся на следующей неделе.